А сегодня, ну, если вдруг у кого-то возникнет желание что-то отметить сегодня, то вы можете отметить один из самых сладких праздников – это День мороженого. Ну и вот, чтобы вы понимали, в нашей стране один человек съедает от 2 до 4 килограммов мороженого в год. Много это или мало мы не знаем. Главное, чтобы вот этот десерт, он приносил удовольствие. Но в любом случае поговорить об этом мы решили в следующем материале. Измельченные сладости и кусочки с фруктами, которые подавали со льдом. Таким было мороженое в глубокой древности. Его придумали в Китае, а в других странах о нем узнали благодаря путешественнику Марко Поло. Кстати, делать замороженные смеси из молока, орешков, изюма и меда умели еще во времена Древней Руси, а при Екатерине II холодный десерт стал обыденностью. Известными любителями мороженого были Александр Македонский, Гиппократ, Наполеон. А Антон Павлович Чехов жаловался, что из-за него проел половину своего состояния. Форма подачи мороженого постоянно менялась. Так мороженое на палочке получилось случайно. В 1905 году американец Фрэнк Эперсон оставил на морозе стакан содовой с соломинкой. Так появился фруктовый лед. А для любителей шоколада и мороженого Кристиан Нельсон нашел идеальное решение – создал эскимо. 4 ноября в 1937 году была выпущена первая партия самого лучшего холодного десерта в мире. Это был советский пломбир. Это вкуснее самого дивного щербета. Даже при дворе царя Сулеймана Ибн Дауда я не едал такой роскоши. Существует более 700 видов мороженого, поэтому найти свой идеальный вкус сможет любой гурман. Международным днем мороженого выбрали 10 июня. Кстати, выяснилось, что благодаря ему легче справляться со стрессом и нервозностью. Его легко приобрести или приготовить дома. Неудивительно, что мороженое любят и взрослые, и дети. Люция Галиева, Ильнур Ямагулов, программа «Салям». Я помню совет одного классного педиатра, который был у нас в эфире. Она советовала при болезнях горла есть мороженое